Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутии пожароопасная обстановка характеризуется как крайне чрезвычайная. Юрий Трутнев провел совещание по лесным пожарам. Якутские студенты этим летом присоединились к всероссийскому поисковому движению и отправились в военно-патриотический лагерь под Оржев. Сбылась мечта ни одного поколения местных жителей. Плавательный бассейн в Усть-Нере начнет работать круглый год. В Якутии пожароопасная обстановка характеризуется как крайне чрезвычайная. На регион приходится почти 70% всех пожаров на Дальнем Востоке. Так обозначил ситуацию с лесными пожарами полпред президента ДФО Юрий Трутнев на совещании. В своем докладе СН Николаев сообщил, что с 23 июня в республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального масштаба и добавил, что июнь в центральной части республики стал вторым по дефициту осадков за 150 лет метеонаблюдений, а по температуре максимальной за все время. Тушат в Якутии сегодня 76 лесных пожаров на территории 17 районов. Тем временем в Мирнинский район из Якутска направлена аэромобильная группировка МЧС. Пожар у поселка Светлый действует за рекой, ее ширина 200 метров. Прямой угрозы перехода огня на населенный пункт нет. В поселок Сюльдюкяр из Мирного отправилась группа пожарно-спасательного гарнизона, а также населенный пункт от пожара ограждает речка. В тушении заняты специализированные подразделения лесоохраны. Дополнительно планируют привлечь самолет-амфибию Б-200. Оперативным штабом принято решение о проведении превентивных мероприятий по защите населенного пункта и населения. В первую очередь отселение из близлежащих к лесному массиву строений жителей, обязательно детей и стариков, особенно те, которые подвержены воздействию дыма, так как в селе значительное задымление из-за нестабильности ветровой нагрузки. Дым то заволакивает поселение, то очищается оно от дыма. И перемещение их ближе к реке, где воздух более чистый. Ну и проведение раскладки необходимого пожарного оборудования по периметру села для защиты населения, прокладки пожарных рукавов, систем водоснабжения. В ближайшее время группировка защитных сил в данный момент насчитывает 24 десантника из Бурятии, из Читы и местного населения порядка 60 человек. В ближайшее время вертолетом будет переброшена аэромобильная группа МЧС в составе 15 человек. Через 2 часа ожидается прибытие и переброска дополнительной группировки в 15 человек МЧС, аэромобильной группы, также вертолетом в село Сюльдюкяр. Мероприятия проводятся в плановом порядке. На данный момент явной угрозы и необходимости эвакуации жителей села Сюльдюкяр отсутствует. Аграриям Якутии помогут преодолеть засушливое лето. Во многих районах республики ожидается значительно меньший объем заготовленного сена, чем планировалось. Глава Якутии СН Николаев поручил правительству республики начать работу по устранению возникшей проблемы. Напомним, засуха может привести к тому, что по заготовке сена план выполнят лишь на 80%. Правительству поручено создать мобильные бригады на местах для сенокоса на дальних угодьях районов, обеспечить топливом, помочь фермерам с транспортировкой сена, а также усилить работу по заготовке сена в районах, где наблюдается хороший травостой. Теперь к эпидобстановке. 105 человек заразились коронавирусом за сутки, из них 56 в Якутске. В Алданском районе 7 случаев, в Мирнинском и Нюрюнгринском по 5, в Вилюйском, Жиганском и Чурапчинском по 4, в Горном, Нюрбинском и Хангаласском районах по 3 заражения. Еще в 7 районах от 1 до 2 заболевших. За сутки лаборатории исследовали 2800 проб на ковид. Что касается вакцинации, то на сегодня в регион поступило всего 271 тысяча доз препарата. Получили первую вакцину 245,5 тысяч человек, вторую 188,5 тысяч. Использовано 90% от препарата. Жители Алмазного края редко используют субсидии для перелетов по России. Парадоксальную ситуацию отмечают в авиакомпании «Алроса». Именно на этого перевозчика правительство возложило обязанность по продаже субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока.
С постоянной местной пропиской можно приобрести билет из Мирного и Полярного в Москву за 8700 рублей. Для детей действует дополнительная скидка 25%. Льготных мест на каждый рейс выделяет до 30%, и их наличие на момент обращения зависит от остатка мест на рейсе. Наконец, с первого полугодия нереализованными остаются более половины выданных государством билетов. Билеты продаются только в кассах, их нельзя, к сожалению, купить онлайн. Конечно, мы над этим направлением работаем, но текущие сервисы этого не позволяют, потому что необходимо подтверждение прописки, предоставление оригинала документов. Соответственно, на сегодня сервис пока реализован только в кассе. В настоящее время мы работаем, будем стараться до конца года запускать, чтобы в следующем году уже все субсидируемые перевозки у нас оформлялись, в том числе и на сайте и в приложении. Прием документов в Северо-Восточный федеральный университет от поступающих на базе среднего профессионального образования завершается сегодня. Подали документы 3446 человек. В целом же поступило 8706 заявлений. Среди абитуриентов популярны Институт математики и информатики, инженерно-технический, педагогический и физико-технические институты, говорится в сообщении пресс-службы вуза. А якутские студенты этим летом присоединились к всероссийскому поисковому движению в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Федора Хлопкова, который находится в Ржевском районе Тверской области. Стартовала дальневосточная смена. Волонтеров ждет увлекательное погружение в историю Великой Отечественной войны, причем именно в тех местах, где шли ожесточенные бои. И отступает! Это масштабная реконструкция сражений лета 1942 года под Ржевом. Во времена Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. Потери советской армии исчисляются миллионом человек. Среди них были и сотни якутян. Традиционно каждое лето здесь открывается вахта памяти и приступают к работе волонтеры-поисковики. Их задача – поиск останков незахороненных бойцов и артефактов войны. Вопрос памяти, он определяет будущее. До тех пор, пока мы помним, мы живем. И с точки зрения поисковикового движения, это самое главное из небытия восстановления не только истинной истории, как проходили события, а самое главное те, кто ушли в без вести пропавшими, попытаться сделать все возможное, чтобы восстановить их имена. Второй сезон здесь работает поисковый лагерь имени Героя Советского Союза Федора Хлопкова. Свой боевой путь он начал именно под Ржевом. И символично, что в этом году была организована специальная дальневосточная смена. Сюда приехали 48 студентов из самого большого федерального округа страны, в том числе и из Якутии. У меня участвовали родственники в битвах под Ржевом. Из-за этого у меня появился интерес после того, как нам рассказали о том, что будет создаваться данный проект. В нашем вузе в Амурской области, это Амурский государственный университет, нам объявили сбор участников, и я изъявила желание попасть сюда. 2 недели ребята проведут в палаточном городке, где их ждет полевая кухня, песни у костра, лекции по истории и возможность принять участие в поисках останков героев прошлого. Война не закончена до тех пор, пока не похоронен ее последний солдат. У нас еще очень-очень много солдат не похоронено и неизвестны их судьбы. Это очень важно, чтобы мы этот долг перед теми, кто сложил головы ради сегодняшнего нашего счастливого, настоящего, надежного будущего, нашей свободы, мы должны это сделать. Всего за летнюю смену в лагере имени Хлопкова сможет побывать около 300 молодых поисковиков. Все их находки тщательно вносятся в каталог и позже станут частью большой экспозиции музея, который должен появиться здесь в ближайшие годы. Максим Кардозу, Анастасия Литвиненко, Виктор Олесов, Тверская область. Возвращаемся в Якутию. Детский контактный зоопарк открыла школьница из Хангаласского улуса. 9-классница Ира с детства интересуется фауной, изучает братьев наших меньших, выступала с докладами на конференции «Шаг в будущее». А этим летом ей удалось осуществить давнюю мечту – открыть контактный зоопарк. Так как родители Иры занимаются личным подсобным хозяйством, было решено перевести домашнюю живность в Стоялык и оборудовать зоопарк там. Помимо клеток для птиц и загонов для животных, здесь также построили беседку и смотровую площадку с видом на озеро. Экскурсию для посетителей проводит сама Ира. А животные у нас и птицы около 100 штук. Это в основном утки, гуси, индоутки, хохлатые и так далее. А также есть индюки,
сезарки, а также эксклюзивные 3 павлина. А животные? А животные бараны, овцы чубуки и баран. Контактный зоопарк, начали уже полмесяца, но люди уже по информации ездят, к нам приходят, смотрят, почти каждый день. Далее о спорте. 2 бронзовые медали завоевали якутские борцы на 5-й летней спартакиаде молодежи России в Новочебоксарске. Награду в копилку сборной принесли Харысхал Григорьев и Владимир Боярский. Между тем, за медали в женской борьбе в финале на ковер выйдет и спортсменка Лилиана Рожина. А Евгения Огородникова, Александра Копылова, Герда Данилова и Саяна Спиридонова оспорят бронзовые медали. Всего во время соревнований по вольной борьбе в рамках финального этапа спартакиады разыграют 20 комплектов медалей среди 183 спортсменов. Воспитанник якутского детского футбольного клуба «Пульс» Артем Соколов отличился голевой передачей в матче Кубка Париматч Премьер. Накануне подмосковные «Химки» якутянина в рамках 2-го тура на своем поле со счетом 2-3 уступили Сочи. Соколов вышел на замену в середине 2-го тайма и отличился ассистом на 74-й минуте. Напомним, Артем Соколов начал играть в футбол в Мархинском «Пульсе», откуда в 10-летнем возрасте перешел в Академию Чертанова. В составе подмосковной команды Соколов в прошлом году стал чемпионом и лучшим игроком юношеской футбольной лиги России. Предстоящий сезон станет самым важным в карьере 18-летнего Соколова, так как в этой кампании он дебютирует в премьер-лиге. Усть-Нерский плавательный бассейн начнет работать круглый год. Радость детворы райцентра разделила Светлана Поцелуева. Какое наслаждение в 30-градусную жару окунуться в бассейне. Сегодня сбывается мечта ни одного поколения усть-нерцев. Плавательный бассейн теперь станет работать круглый год. Сейчас мы поставили здесь котлы, установили подогрева воды и отопление самого плавательного бассейна. И у нас плавательный бассейн заработал. У нас такой регион, где мы находимся, полюс холода. Речка у нас Индигирка, вы знаете, горная речка, она у нас очень холодная. Там практически невозможно научиться плавать. Это единственное место, где можно научиться плавать. До начала отопительного сезона воду для душа нагревают бойлером, поэтому летом бассейн будет открыт только для детей. Мы очень рады, что у нас есть круглогодичный бассейн. Дети от души поплавали, нам очень понравилось. Спасибо, что у нас в маленьком поселке есть такой досуг. Посмотрите на эти счастливые лица мальчишек, и больше никому ничего не нужно объяснять. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.